Маршал Дущик, здравствуйте! В студии Диана Хармуш. Это информационная программа «Неделя». Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях прошедших 7 дней. Но сначала коротко о главном. Выдали желаемое за действительное. Как украинские СМИ подхватили собственный фейк о гибели Адама Делимханова. Вброс опроверг глава региона, опубликовав видео, где обсудил с соратниками обстановку в зоне специальной военной операции. Шайтаны, сатанисты, распускают слухи, что господин Делимханов то ранен, то не можем его найти. Откровение, освещающее путь. В Грозном открыли медресе для слепых и слабовидящих. Месяц хаджа и жертвоприношения. Мусульмане готовятся к наступлению Зульхиджа. Аль-хаджу арафа. Хаждар арафати асахот. Билгалдин хилдур шелдузни дахвахтар. Иза хаждар дугон элладил ялджану алейхи салату вассалам. Рамзан Хаджи Кадыров провел встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента региона Магомедом Даудовым и министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Они обсудили обстановку в зоне специальной военной операции. Также глава региона развеял слухи, распространяемые украинскими СМИ, о том, что Адам Делимханов погиб в зоне СВО. Подробнее в следующем материале. Встреча Рамзана Хаджи Кадырова с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента региона Магомедом Даудовым и министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым начинается с обсуждения оперативной обстановки в зоне СВО. Здесь также обсудили переброску части чеченских подразделений в Белгородскую область. Там бойцы батальона «Запад Ахмат» с другими российскими подразделениями занимаются предотвращением вылазок украинских диверсантов на приграничных территориях. Проведение специальных мероприятий все еще продолжается, не продолжается, а ожесточается. И сегодня, как мы знаем, мы некоторые силы перебрасывали на другие позиции, оттуда перебрасывали в Белгородскую область, и наши спецподразделения, полки, батальоны, это целые корпуса, дивизии, занимают свои дела, приказы Верховного командующего. У нас есть свой штаб, у нас есть своя система, и мы у себя в регионах почему создали штаб изначально, чтобы сразу оказать все необходимые помощи для всех, кто нуждается, кому нужна техника, продукты питания, этот штаб до сих пор работает. Здесь же Рамзан Хаджи Кадыров развеял слухи, распространяемые украинскими СМИ, о том, что Адам Делимханов погиб в зоне СВО в результате ракетного удара со стороны Украины. И я хочу рассеять слухи. Опять же эти же шайтаны, сатанисты распускают слухи, что господин Делимханов то ранен, то не можем его найти. Я тоже подлил масло в огонь, чтобы поддержать тех хайперов, которые сегодня хотят делать так, чтобы рассеять общество. Почему? Потому что у них по-другому не получается. Адаму Султановичу были поставлены задачи Верховным главнокомандующим, и эти задачи успешно выполняются, Маринка, Запорожье, Херсон, Белгород, все эти территории, которые там сегодня мы говорим, эти территории будут освобождаться, и если кто зайдет, кто постарается дойти до нашей территории, они будут уничтожены. Адам Делимханов доложил главе республики, что чеченские бойцы в зоне СВО успешно выполняют поставленные задачи. Они уничтожают боевую технику и живую силу противника. Спасибо за всю разъяснительную работу, что в первую очередь они, эти фейковые войны, в кавычках, как распространяют слухи, мы все давно знаем. Как вы и отметили, в зоне специальной военной операции все подразделения Министерства обороны, Ахмат, добровольцы, Росгвардии, все на своих позициях, начиная от Херсонской области, Запорожской,
Донецкой, Луганской. И дальше, как была поставлена задача Верховным главнокомандующим, как вы нам дали указание, мы прибыли туда подразделением Министерства обороны Ахмат-Запад. Наши подразделения сейчас заняли свои позиции совместно с губернатором, с командующим, со всеми силовыми структурами. Мы наладили взаимодействие. Как вы и отметили, нет никаких проблем для решения поставленных задач. Магомед Даудов доложил главе региона о работе Республиканского оперативного штаба по проведению специальной военной операции. Он отметил, что снабжение чеченских бойцов не прекращается ни на один день. Рамзан Ахматович, снабжение нашей группы у нас ежедневно. Ежедневно в каждое направление у нас гум-конвой, именно, как вы отметили, то, что надо нашим бойцам, плюс тем бойцам, которые рядом находятся, это Росгвардия, Минобороны и также мирным жителям Донбасса. Рамзан Ахматович, в последние дни пресловутое контрнаступление, основной удар был у нас вот в этом направлении. Рамзан Ахматович. Здесь у нас город Орехово, и с Орехова они наступали и Мелитополь, и Бердянск, и хотели выйти там на Мариуполь. Славная 42-я дивизия, в которой входят наши 3 батальона, 3 полка, с другими полками и с другими армиями, которые, в частности, 10-я, которые находятся там, достойно уничтожили нашу группировку Джоана. Все бойцы из Чеченской Республики имеют высокую военную подготовку. Также они способны выполнять задачи не только в зоне СВО, но и в любой точке мира, если на то поступит приказ, отметил Рамзан Хаджи Кадыров. Мухаммад Джамалу Лейла Адам Яхьяев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном открыли первое в республике медресе для слепых и слабовидящих. Оно носит имя чеченского богослова Магомеда Дачаева. Объект возвел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также фонд закупил все необходимое для учебы, в том числе Кораны, написанные по шрифту Брайля. Сюжет Мухаммада Джамалу Лейлы. Первое в республике медресе для слепых и слабовидящих рассчитано на 100 учеников. Оно носит имя чеченского богослова Магомеда Дачаева. На открытие прибыли муфти республики Салах Хаджи Межиев, мэр Грозного Хасмагомед Кадыров, а также слепые и слабовидящие со всех уголков региона. В своем выступлении муфти рассказал о большой награде в последней жизни для тех, кто не имел возможность видеть в этой жизни. İşte بعرسيرلو دنيا نجوع شينا شيغر بعرسيرلو دايس مول شولستك ليلي شنو عليه الصلاة والسلام سن يلسمن سقا باقنا اقا دنيا نجوعها سن حقوش هم دا تاع دا يلسمن يانا دعتي سنويز اقا تاع شيكو يوسوش قان قيمة ديناح سن لوريول شول مولك مويو انا الشي دنيا نجوع شنو شجر بعرسي الوضع يسنا شون بعرسة تدلرشة تغن شو حكمول كي قاتشون دوح الله دال قان قيمتي نعتان قوتشو قليل شو الملك إذا قيمتي نعبي خور دولش داس بوخ. Абу Язид Туганов уже несколько лет обучается Корану по системе Брайля, шрифта для слепых и слабовидящих. Он отмечает, что новость об открытии медресе воспринялась особой радостью. مسودو يشدل حيلش قولن تغن حيول شير حجر سويس خولش دالشا حق بل داقلات جيما دق خدا كنتو شمال هيزنشان شيغر دال ديكنز بيخم бойл. Двухэтажное здание с просторными кабинетами возвел для слепых и слабовидящих региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. После перерезания ленты гости осмотрели объект изнутри. Также фонд Кадырова закупил Кораны, написанные по системе Брайля. Здесь же под руководством муфтия собравшиеся прочитали Мавлид. Мухаммад Джамалу Лейла, Мусар Даудов, Ибрагим Батаев. Неделя. Мусульмане готовятся к священному месяцу Зуль-Хиджа. Он наступает 19 июня. В нем сливаются воедино значимые обряды поклонения – намаз, пост, жертвоприношение и хадж. О значимости священного месяца рассказал богослов Исмаил Банкуров.
بالقلدين خلدرشل دين واش الشي علم ناغا تيقعلو اشدش ذو الحجة بيتا حلغ الليرة اتدو أقا أس إتديان شو دوغش عرفت لدوي إيسول دي حج دي شلدرشل دي دو إذا دار شي سيلا عدلشو قرآن شوح أقا يحج در بلغش دويتش خيناح أقر كورت بالغ أقر يقرق نيو ألشي حج دي شل ركنا ديل إلجنو عليه الصلاة والسلام شي حديث يعمل ألري الحج عرفة حج در عرفتي أساخد بالقلدين خيل درشل دوزني دعوتر إذا حج در دوغن ألا ديل إلجنو عليه الصلاة والسلام. Сотрудникам чеченских СМИ разъяснили цели спецоперации на Украине. Беседа с журналистами прошла в Доме печати. Ее организовало Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Спикером выступил заместитель министра Сайдмагомед Баширов. Он рассказал собравшимся о высоком вкладе чеченских бойцов в защиту Родины и сохранение ее традиционных ценностей. В последние недели, месяцы и так далее несколько спала такая температура града таких воинственных бравад со стороны евронацистов и их приспешников. Это о чем говорит? О том, что сегодня Россия очень активно и эффективно продвигает свою внешнюю политику. Также здесь передали удостоверение новым членам Союза журналистов России. Ими стали 26 представителей чеченских СМИ, в числе которых сотрудники телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Профессия журналиста, она на самом деле, это же все равно, что изучать жизнь. Вот настолько бывает интересно. Вот, например, экономисты изучают экономику, а вот журналисты изучают они все, поэтому у нас очень интересная профессия. Ни капли, ни на секунду не жалею о том, что я не сдвигаюсь вот из этой сферы никуда. В Гудермесском районе дали старт строительству школы снайперов. В ней смогут обучаться до 100 человек одновременно. В закладке капсулы приняли участие советник-помощник главы Чеченской Республики Хамзат Кадыров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров регулярно призывает жителей нашей республики и страны в целом обучаться военному делу, навыкам стрельбы. Все мы знаем, насколько это важно, особенно сейчас, когда каждый из нас в любой момент должен быть готов защищать свою родину. Строительство школы снайперов поможет нам в этом деле. Подобные школы подготовки инструкторов, тем более по такой узкой специализации, они сегодня необходимы. Они данная школа внесет огромный вклад в дело защиты наших национальных интересов и на международной арене, защиты нашей страны от внешних врагов, от внешних агрессоров. Мы знаем, какое внимание глава республики Рамзан Ахматович Кадыров уделяет делу защиты наших национальных интересов, наших рубежей страны, вообще силовому блоку. И в данном контексте, конечно, данная школа, она имеет огромное значение. Закончить строительство планируют уже в этом году. В Грозном прошли соревнования среди спортсменов уличных дисциплин. В рамках проекта «Стрит Спорт Грозный» они соперничали по 3 дисциплинам: подтягивание на перекладине с дополнительным весом, отжимания на брусьях и вис на турнике. Организовало спортивное мероприятие Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Развитие уличных дисциплин проводится в целях привлечения молодежи систематически и регулярным занятием физической культурой и спортом, а также для развития уличных дисциплин в Чеченской Республике. По итогу соревнований лучший результат показал Ислам Тарамов. Его и других участников наградили медалями и грамотами. В Грозном прошла тренировка по слэдж-хоккею для детей с ограниченными возможностями. Это паралимпийская версия хоккея с шайбой. Благодаря этому спорту дети не только весело проводят время, но и укрепляют здоровье. Подробнее в сюжете Седы Хасиевой. Сани, защитная экипировка, клюшки и хорошее настроение – это все, что требуется для слэдж-хоккея. Новый для республики вид спорта доступен каждому ребенку от 6 лет, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Мы ходим на слэдж-хоккей с января месяца этого года. О том, что секция откроется в Грозном, я узнала от тренера. У меня мальчики ходят на обычный хоккей к тренеру.
И с ним связались вот руководство слэдж-хоккея о том, что хотели бы открыть и в Чечне, в Грозном, такую секцию для детей-инвалидов. И он, так как знал, что у меня есть ребенок особенный, мне об этом сказал, что вот есть такое предложение, не хотела бы ты своего ребенка в секцию отдать. Я, честно, была очень рада, потому что для детей с особенностями в Грозном, ну, пока это единственная спортивная секция, куда такого ребенка можно водить. Несмотря на то, что у меня девочка, я все равно согласилась, потому что за любую возможность обычно родители с таких детей цепляются, стараясь максимально какие-то дать своему ребенку возможности для развития. В феврале 2023 года в Чеченской Республике впервые прошла тренировка для особенных детей. С тех пор некоторые из ребят регулярно посещают ледовый каток торгового центра Грозный-Сити. Врачи рекомендуют хоккей детям с особенностями здоровья. Он помогает им становиться увереннее и сильно меняет внутреннее самоощущение. Они перестают комплексовать. На льду каждый из них маленький герой. Сегодня на открытую тренировку пришло 8 детей. По словам тренера, если придет еще несколько, то можно сформировать команду. Маленькие спортсмены получают не только положительные эмоции, но и укрепляют здоровье. Дети, которые здесь приходили, не работали руки, они просто не могли оттолкнуться. Вначале были такие. Прошло вот буквально, наверное, 3 месяца, будем говорить, что 3 месяца прошло. Эти дети уже работают руками, то есть у них руки зашевелились, пошли. Это мои глаза видели. Я могу сказать, что это для всех нас большое достижение. Создаются такие команды и в других регионах России. Все они являются частью проекта автономной некоммерческой организации «Больше, чем спорт». В Чеченской Республике программа реализуется при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике и благотворительной организации «Хейра». Слэдж-хоккей развивается на территории России очень активно. И сейчас в нашей стране более 70 команд. Наши филиалы находятся в Пензенской, в Саратовской области, в Мордовии. Сейчас мы начали работу над созданием команды в Северной Осетии для того, чтобы наши ребята из Грозного могли как можно чаще выезжать на соревнования. И мы очень хотим, чтобы в октябре этого года мы привезли ребят из разных регионов России сюда, в Грозный, для того, чтобы устроить соревнования здесь. Занятия по хоккею на санях бесплатные и проходят дважды в неделю. Будут проводиться и турниры. Ближайший запланирован на июль этого года. Седа Хасиева, Адам Яхяев, Аслан Висхаев. Неделя. В регионе продолжаются мероприятия Году чеченского языка, который объявил глава республики. Его сохранению и изучению уделяют особое внимание. Не остаются в стороне и предприниматели. Например, в одном из ресторанов Грозного 2 дня в неделю говорят исключительно на чеченском языке. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Марш йога вместо «добро пожаловать». Каждый четверг и пятницу гостей в ресторане «Рамсон» встречают только на чеченском языке. Также все заказы посетителей принимают на родном языке. كلهوس مشكاش يدوزل خو خلجتون أجر حال عاموش بيك ورسي موتخول سون صغيت نوشي موت دعتة تنقيمات حلق بق ويش على سون. Посетители ресторана были приятно удивлены новыми правилами. Сохранить родной язык возможно только общими усилиями, отмечают они. وشيء مت تعلم بيش بصور ديش قام دخر الويخ يول ويلا يوق خز خير يوم صدلا شولا دلا ح تعلوزر سن هم خير دخر إنس كجر واي ما بيه وقشوا بالبلغ واي بو تأق دلا أتصدشخ معن هدوتي هردوش مو أولتي إلا تانا مرزو بيزن غربو يوقع شيء ماتي. Пока заказ готовится, посетители могут почитать книги на чеченском языке, среди которых труды по истории Чеченской Республики, а также литература на родном языке.
Активная работа по популяризации чеченского языка ведется в первую очередь в образовательных учреждениях республики. В этом помогают образовательные платформы, где учащиеся в режиме онлайн обучаются родному языку. Одной из таких является портал Дешерхо. Помимо сайта, в скором времени планируют запустить и приложение. Мы для образца подключили 43 общеобразовательных организаций, провели апробацию после их одобрения, после их разрешения, после их замечаний и после устранения этих замечаний мы его уже по приказу Министерства образования и науки Чеченской Республики в этом учебном году в октябре месяце ввели во все общеобразовательные организации нашей республики. На данный момент на нем уже зарегистрировано свыше 70 тысяч обучающихся и около 20 тысяч учителей. Интересуются чеченским языком и туристы, которых с каждым годом в республике все больше и больше. Безусловно, язык – это часть любой культуры, это ее самая важная, наверное, составляющая. Безусловно, те огромные толпы, которые посещают нашу республику, проявляют невероятно высокий интерес к культуре. И когда мы видим знаки навигации, где есть надпись на чеченском языке, это всегда бывает очень интересно. Всегда просят перевести, спрашивают, сколько букв в чеченском алфавите, почему назвали именно так, а не иначе, насколько это такие старые слова. Очень много в чеченском языке таких принятых слов, говоря на чеченском языке, и даже бывает иной раз так, что задают вопросы, а почему очень мало знаков навигации на чеченском языке, как раз таки именно таких знаков больше на русском, на английском языке. В этом случае мы стараемся объяснить, потому что каждый уважающий себя чеченец по умолчанию знает свой родной язык, язык своих отцов, и для нас нет необходимости его где-то прописывать, чтобы уметь его читать. Чеченский язык – это достояние народа, его сохранение и изучение – задача каждого, ведь от этого зависит сохранность всей чеченской нации. Диана Хармуш, Адам Яхьяев, Мусар Даудов, Ибрагим Батаев. Неделя. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. Ади Кёйл.